Лаша, давайте мы с вами поговорим о ситуации, о том, как вы ее видите, и начнем давайте с протокола, который вызвал очень много шума в нашем обществе, который обсуждается, и у публикации этого протокола много всяких последствий. Вы, когда познакомились с этим протоколом, как вы его восприняли? Есть ли у вас сомнения в том, что это фейк, или нет у вас таких сомнений? Как вы восприняли этот протокол? Услышал я об этом протоколе так же, как и всех из нашей прессы и из средств массовой информации. Ну и отношение тоже, наверное, у меня такое же, как у большинства наших граждан. Вы вот спрашиваете, фейковый протокол или не фейковый. Естественно, однозначного ответа я не могу дать, мне это неведомо. Но по моим личным ощущениям, исходя из анализа и наблюдения вообще за всей нашей текущей действительностью на все время вот этого президентского срока, у меня складывается твердое убеждение, что этот протокол не фейковый, а настоящий. Также меня в этом убеждает и комментарии наших официальных лиц. То есть они активно комментируют этот протокол. Кто-то говорит, что какой-то пункт там фейковый, но сам протокол никто не опровергает и никто не говорит, что этот документ фейковый. Для себя лично я в этом не сомневаюсь. Тогда, Лаша, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какую цель преследует этот протокол и вот публикация его? Однозначного ответа, если честно, у меня нету. Если это документ подлинный, если это заседание или совещание на уровне Козака, это высокое должностное лицо Российской Федерации, такие документы, в общем-то, не должны попадать в средства массовой информации. Очень часто специально производится такая утечка. В этом случае возникает вопрос, кто заинтересован в этой утечке. Российская сторона, абхазская сторона. Мне кажется, что и там могут быть в теории заинтересованные лица для того, чтобы этот документ попал в общественное пространство. Поясните, пожалуйста, в чем может быть заинтересованность российской стороны и в чем заинтересованность абхазской стороны? Ну, если исходить из наблюдения тех событий, которые стали разворачиваться сразу вслед за появлением этого протокола, ведь не только некая шумиха в средствах массовой информации появилась и в абхазском пространстве, и в российском пространстве, но и появились некие такие конкретные шаги. В данном случае я веду речь о приостановке выплата нашим врачам, учителям. Сама эта приостановка, она плановая. Еще с момента подписания, то есть в 2022 году, еще 3 года назад было известно, что действие этого соглашения к началу 2025 года истекает и подходит к концу. Но обычная практика показывает, что если в этом соглашении нуждается одна из сторон, наша сторона, абхазская имеется в виду, они обращаются к коллегам из России, и когда находят понимание, то выплаты возобновляются. В данном же случае из этого обычного рабочего процесса получился такой мини-скандал. Для кого-то, может, он не мини, но я его вижу таким мини-скандалом. Кто произвел это, так называемый слив протокола, российская сторона или абхазская сторона, тут я вижу, что заинтересованность есть у обеих сторон. Явно прослеживается некая раздраженность Российской Федерации в своих взаимоотношениях с Абхазией. И вот этот плановый документ, который подходил к концу, начинает использоваться как некий элемент политического давления. Если брать российскую сторону, то сразу и на абхазского президента, и на абхазское общество гражданское, и в целом на абхазский народ, и на парламент. Если дальше продолжить развитие этой мысли, то я не вижу очень больших и очень серьезных противоречий за этим всем. Мне видится, что эти проблемы, в общем-то, решаемы, и такого характера проблемы во взаимоотношениях между абхазским государством и российским возникали и не раз.
Я более чем уверен, что по прошествии какого-то времени, после того, как более тщательно абхазскими и российскими коллегами этот вопрос будет изучен, я вполне ожидаю сообщений, что Россия продолжила содействие в выплатах абхазским врачам, учителям, военным или иным нуждающимся категориям граждан. Просто надо сесть и детально в этом разобраться. Как правило, всегда так и делалось. Думаю, что будет и в этот раз. А в чем заинтересованность может быть абхазской стороны в публикации этого протокола? Что касается абхазской стороны, тут у меня подход совершенно другой, более жесткий, потому что все равно дипломатические какие-то противоречия между странами. Что вынудило абхазское правительство, абхазские власти довести ситуацию до вот такой вот ручки? Я считаю, что это полностью провальная политика со стороны абхазских властей. Провальная она и во взаимоотношениях с нашим стратегическим партнером, точно так же, как она провальная полностью и в своей внутренней политике. Потому что все 4 года правления Аслана Бжани мы наблюдаем в абхазском обществе кризис за кризисом. И когда вы спрашиваете, а в чем может быть заинтересованность абхазской стороны, у меня даже целая версия есть своя, она складывается в стройную логическую цепочку. Поделитесь, пожалуйста. Я постараюсь это выразить коротко. Начну я с 2019 года. После того, как бывший президент Рауль Хаджимба ушел в отставку, и до момента, пока у нас был избран нынешний президент Аслан Бжани, естественно, происходила некая гонка, такое соперничество за то, кто этим президентом станет. И, естественно, как часто у нас бывает, они все вот эти вот так называемые кандидаты бегали по привычке и бегают в Москву за некой поддержкой. Я считаю, что вот как раз-таки тогда, в 2019 году, Аслан Бжани такую поддержку где-то в околокремлевских кругах, или где он эту поддержку нашел, мне неведомо, но такую поддержку он нашел. И те люди или группа людей, я не знаю, кто эти люди, потому что они себя не объявляют, но за 4 года президентства Аслана Бжани официальных лиц в Абхазии я не видел. Я видел только бывших. Самого Аслана Бжани с официальными лицами в России, с президентом Российской Федерации я не видел. Я вот сейчас вспоминаю интервью Чингиза Джопова, когда он говорит, что Аслан Бжани вообще сильно понизил статус президента Абхазии. Я полностью разделяю такую точку зрения. Все время он общается непонятно с кем, в Москву он ездит в одиночку, с кем он там ведет переговоры и с кем он договаривается. Лично мне неведомо, я не знаю, кому это ведомо в нашем обществе, потому что информации практически нет. Возвращаясь все-таки к тому, как развивались эти события, так вот, в 2019 году, по моей такой версии, Аслан Бжани, я допускаю такое, что вот нашел такую поддержку в Москве, и эти люди проспонсировали его избирательную кампанию и помогли ему стать президентом Абхазии. Естественно, просто так такую помощь ему никто не оказывал, и наверняка он что-то этим людям пообещал. Что он им пообещал, стало видно уже по его дальнейшим действиям, которые тоже развивались на наших глазах. Так вот, в 2020 году, сразу как он становится президентом, одним из первых действий на посту президента Абхазии, Аслан Бжани спускает некий рабочий документ для ознакомления в парламент. Суть этого документа раскрывал, я ссылаюсь в данном случае вот на интервью Ильи Гуни. Обращаю внимание, что депутатам прошлого созыва парламента, которому еще до 2022 года 2 года нужно было работать. Что из себя представляет этот документ? Этот документ – программа гармонизации законодательства, которая состоит из 46 вопросов. Депутаты приняли этот документ в рабочем порядке и стали с ним знакомиться и работать. Далее, по моей версии, в течение этих 2 лет Аслан Бжани в прежнем же месте, заручившись все той же поддержкой, проводит избирательную кампанию уже так называемый свой собственный парламент. Почему я называю его собственным? Я вспоминаю слова самого Аслана Бжани, когда он в общественной палате на всю страну, на весь мир грозился депутатам и говорил, что они должны, что парламент именно должен. И тогда, и сейчас вопрос
завис в воздухе, кто кому чего и за что должен. Так вот, я по-своему и отвечаю на эти вопросы в меру своего собственного понимания. Для себя у меня имеется вот такое вот объяснение. И опять же, при помощи финансирования, используя властный ресурс, Аслан Бжаня формирует тот парламент, который есть сегодня. Устойчивое большинство в этом парламенте принадлежало президенту. И первое, с чего начинает работу в этом парламенте, с того, что из этой программы гармонизации законодательств он выбирает 5-6 тех вопросов, которые в нашем абхазском обществе называют табуированными вопросами, которые вызывают противостояние между обществом и властью. И вот именно эти вопросы активно начинает Аслан Бжаня пытаться ратифицировать в парламенте. А все наше гражданское общество пытается ему в этом противостоять. И вот это длится у нас уже 4 года, в общем-то. И сейчас мы, можно сказать, находимся, если не на самом пике, то где-то на приближенной к этому пику точке. В том, что вы сказали, я не услышала ответа на вопрос, в чем заинтересованность абхазской стороны в публикации этого протокола. Что называть абхазской стороной? Если с моей точки зрения вести речь, в чем заинтересованность абхазской стороны, как я понимаю, заинтересованность абхазского государства, народа Абхазии, нету вообще ни в чем заинтересованности, нету ни в этих законах заинтересованности, ни в этих соглашениях, которые выдернуты из этого пакета. Если же речь вести о власти, в чем ее заинтересованность, то посмотрите, какая складывается картина. Аслан Бжаня, пообещав где-то кому-то провести через парламент определенные законы, и ему этого сделать не удается. И не удается, потому что ему противостоит наше гражданское общество, по факту народ Абхазии. И если честно, я считаю это нашей общей маленькой победой, потому что несмотря на то, что в условиях, когда сменились власти, когда присутствует раздробленность оппозиции, когда нет единого лидера, к которому бы однозначно прислушивалось общество, тем не менее, несмотря на всю разобщенность, когда речь идет об этих законах, обществу удалось консолидировать свои усилия и противостоять всему тому, что пытались и пытаются ему навязать. Никакие меры не помогают властям. Естественно, властям приходится это как-то объяснить. Объяснить это в том числе и тем, кому они давали какие-то обязательства. Потому что все говорят о каких-то обязательствах, вплоть до того, что даже министр индел Лавров Российской Федерации, недовольство Российской Федерации прослеживается, говорит, что выплаты приостановлены из-за того, что Абхазия не выполняет какие-то обязательства. Но никто не знает, какие обязательства. Если спросить у меня, я, например, представления не имею, о каких обязательствах идет речь. Какие обязательства не исполнила Республика Абхазия. Я не говорю об обязательствах Аслана Бжани или каких-то других физических лиц. Но на уровне государства, по крайней мере, может и есть, может кто-то и говорил, я не слышал, по крайней мере, ни наш министр иностранных дел, когда на брифинге, он вообще употреблял очень странные выражения, тем более для такого солидного дипломатического опыта, которым обладает Сергей Миронович Шамба. Употребление таких терминов, как санкции, для меня, честно говоря, очень удивительный. Тем более, что, во-первых, речь ни о каких санкциях и не идет, и идти не может. Но вот о каких обязательствах говорят, я не знаю, я могу только предполагать. И вот я как раз эти обязательства, которые, возможно, лично давал Аслан Бжаня, и я считаю, что ему надо как-то объяснить, кто виноват в том, что не получается, что вот он так старается. Конечно, надо на кого-то показать пальцем, кто-то должен быть виноват. И вот нашли виноватых, то на молодежь, Араб Пицунда пытаются свалить, то на общественность, то на блогеров, то на депутатов парламента, угрожают тем, что гражданство лишат. Когда речь идет об угрозах, я вообще, если честно, отношусь к этому с улыбкой, потому что я считаю, что это глубочайшее заблуждение.
с обеих сторон границы, и среди наших политиков, и среди российских. 16 лет тяжелейшей, жесточайшей блокады не заставили абхазский народ поменять свое мнение относительно своего бытия. Просто будут дополнительно страдать люди, которые, как всегда, ни в чем не виноваты, но вопрос рано или поздно все равно решится так, как он и должен решиться. А решиться он должен только на каких-то разговорах уполномоченных лиц, когда они изучат ситуацию, в чем заключается проблема. Я не вижу вообще проблемы, которая бы не решалась, только надо ее откровенно, открыто обозначить, она наверняка решится, потому что нерешаемых проблем между Абхазией и Россией я как не видел, так и не вижу.